Турции оказалась по семейным обстоятельствам. Мы выбрали учебу в Турции с сыном. Он сначала учился в Академии туризма, потом он стал здесь учиться в университете. На английском языке он обучается у нас. Я огляделась, посмотрела и поняла, что без своих татар, соотечественников, я здесь жить не могу. Вообще сначала была одиночка. Я сюда приехала, никого не знала. Меня спрашивали, кто вас встречает? Никто. Есть знакомые? Нет. А зачем тогда вы едете? По крупицам как-то мы так все собрались, как пазлы. И теперь нас уже не отделить. Слова очень известного писателя, который сказал, если хочешь знать, Мудариса Аглямова, если хочешь знать цену своего народа, поживи вдали от него. Мне захотелось подчеркнуть национальную самобытность. Если вы заметили, у меня вот тоже национальные сережки. У меня, как правило, в моей одежде всегда присутствует какой-то национальный элемент. Всегда. Но если ты говоришь на своем родном языке, на татарском, тебя обязательно услышат, тебя подойдут. Мы не только татары Анталии, мы дружим вообще с татарами по всей Турции. У нас настолько мы близки, что Измир татарлары у нас есть такие молодые люди, например, Ирандек у нас. У нас мероприятие, он садится на автобус и приезжает. И это сообщество татар. Оно помогает, во-первых, себя обогатить, усовершенствовать свои знания языка. Это чтение книг, это общение на татарском языке. И свой язык донести до других народов. Потому что взять, например, турецкий язык, он же ведь очень схож с татарским. И турки это замечают. И тюркские народы, проживающие здесь, в Анталии, казахи, киргизы, уйгуры, те, с которыми мы постоянно общаемся на праздниках, например, с диаспорами мы дружим, они тоже замечают. Мы можем говорить на своих родных языках и понимать друг друга. У нас есть свой коллектив фольклорный, мы готовим свою программу и представим. Мы очень красиво выступаем в национальных костюмах. Мы статные, мы красивые. Очень важное событие — открытие библиотеки. Эксклюзивно, первый, потому что ты меня поймала на выходе. Я была на совещании как раз по поводу библиотеки нашей, татарской библиотеки. И сказали, да, все это будет. Так что у нас классные новости. И библиотека у нас будет в здании мэрии города. Это государственное учреждение. Оно открытое. Там прекрасный зал, читальный зал. Туда может прийти каждый, и татарин, и любой другой национальности, ознакомиться с литературой. Как раз за нами этот Король Олан парка и центр изучения города Анталия. Есть такой Араштырма Меркезе. И вот там будет наша библиотека. Пока что это будет пару, допустим, стоек. Потом мы разрастемся. Вы сами видели, мы только что с вами в кафе случайно встретили руководителя, председателя вообще этого фестиваля. Случайно он шел в спортзал. Вот, вы видели тоже вот такое вдохновение, горящие глаза, что все это уже вот-вот скоро будет. Вы знаете, казалось бы, я, да, председатель нашей ассоциации культуры Татарстана, да, ну такой человек один обязательно должен быть, но тем не менее у Фаниса свои просто невероятные качества. Во-первых, он здесь давным-давно уже живет, много лет назад он сюда переехал, здесь учился, здесь женился и уже, можно сказать, местный. Нужен, потому что там мужская сила, она есть у нас, да. И нужна женский какой-то совет, поддержка, вот она тоже рядышком. Ну как пальцы, вот пальцы, каждый важен и друг без друга никак. Это все из нашего кармана, это все за счет наших каких-то вот атрибутики из дома национальные мы устраиваем, выставки. У меня уже мои родственники, мама моя, уже вещи свои личные прячут, потому что везде, где есть какой-то национальный элемент, обязательно конфискуется, уносится в наш сундук, с которым мы обычно ездим. Верю, я надеюсь, что у нас впереди еще очень-очень много открытий, очень-очень много успехов, потому что у нас есть одно самое главное, общее, как бы чувство, общее направление. Мы любим свой народ, мы любим свою культуру, и мы хотим ей поделиться, чтобы нас, татар, знали по всему миру как интеллигентных, образованных, высокопрофессиональных, дружелюбных, работоспособных людей.